Здравствуйте. Вся минувшая неделя прошла под знаком апартаментов. Нам обещают новый экономический прорыв власти. И это такой проект, он вызвал, естественно, бурю споров, бурю эмоций и так далее. Сегодня мы будем говорить вот в такой ситуации, когда снег кругом, когда свет периодически гаснет вне графика и в график тоже. И об этом комфортном состоянии, об апартаментах. Сегодня у нас в гостях экономист Ахра Аристава и общественный деятель Акула Билава. Здравствуйте. Я начну, в общем-то, наверное, с экономического вопроса. Да? Оставим политический, наверное, на потом. Насколько вообще выгодно, вот президент Аслан Джаня на этой презентации в администрации президента так говорил, с таким аппетитом, ну вот казалось, что вот это вот то, что нас, абхазов, наверное, озолотит, то, что оживит нашу экономику и так далее, поднимет пенсии, зарплаты. Насколько вообще идея апартаментов, она экономически выгодна? И есть ли какие-то прецеденты, наверное, вот таких, наверное, курортных, маленьких, небольших странах? Наверняка кто-то экспериментировал с этими делами. Добрый день, спасибо за приглашение. На сегодняшний день внятного объяснения, какая будет выгода, нашим гражданам никто не объяснял. Речь идет о продаже фактически жилой недвижимости иностранным гражданам с целью коммерческого использования. Ну, такое вот красивое слово придумали. Апартаменты. И, естественно, оно нашим гражданам будет недоступно. Вот, и это делается под покупателя из России. Вы отслеживаете, я уверен, ситуацию, сложившуюся в Абхазии. По разным причинам у нас резкий, огромный приток идет туристов. Если вы предлагаете вид деятельности в коммерческих целях, давайте просто подумаем, строится, значит, апарт-отель, наверное, да, там, кто его купит? Вот эту квадратуру под клиента из России. Наш крестьянин может себе такое позволить? Нет. Учитель может? Нет. Вы можете? У вас есть деньги купить такую, прикупить хотя бы... Ну, вообще апарт-отель, да, я думаю, естественно, которая предлагается местному, она не очень недоступна. Второе, нет кредитов с низкими ставками, чтобы наш гражданин мог в этом хоть как-то поучаствовать. Что мы в итоге получаем? Строится объект, который будет выкупаться российскими, скорее всего, подразумевается, да, основной клиент российскими гражданами. Там даже московский дворник может себе такое позволить. И российский же турист там будет у него снимать, и деньги опять уйдут в Россию. То есть какая выгода нашему гражданину, я понять не могу. То есть он не приедет, не купит путевку в пансионат, он просто приедет? Это еще дополнительно другой фактор. Естественно, да, это будет прямой конкурент тем же мини-отелям, которые уже в огромном количестве наши граждане построили. Отрицательный эффект, ну, вы задали вопрос про выгоду, а есть еще и, то есть говорить, мы можем и об отрицательном эффекте. Например, сегодня наши граждане, многие вовлеклись, да, вот фактически там с 2015-16 года в таком массовом порядке строят мини-отели. И есть стоимость, рынок труда, так называемый, те же строители, сантехники, укладчики, водопроводчики. Вот на них, вот если запустить, да, тех же крупных инвесторов под этот проект, вот стоимость их работ резко увеличится.
И опять в проигрыше будут те наши граждане, которые или строят, или планируют строить мини-отели. То есть им не будет уже доступно по низкой стоимости строительство мини-отеля. Если вы помните, вот когда так называемый был «Золотой дождь», 11, 12, 13, 14 год на капитальное строительство Россия выделяла по 150-170 миллионов долларов. Узбекам сколько платят? 70-80 тысяч доходило, да? Оплата труда, там по 800 миллионов долларов, или рублей, вернее, 800 миллионов рублей в Узбекистан, Таджикистан. То есть даже строить уже наши граждане не смогут. На сегодняшний день в районе себестоимость квадратного метра, она в районе 250-300 долларов. Можно построить небольшой мини-отель за квадратный метр. А это будет, я прогнозирую, до 1500 будет доходить себестоимость. А инвестор ориентируется на перспективу. Вообще строительство, оно ориентируется, будет ли рост цен будет. И будет как в Сочи, когда квадратный метр уже стоит дороже, чем в Москве. И, кстати, тоже отрицательный опыт в Сочи. Вы знаете, Сочи рядом, это не Сингапур, там, не надо, или Япония, или Корея. В Сочи я лично сталкивался несколько раз, мне приходилось снимать, вот по описанию, скорее всего, я снимал апартаменты. Все хозяева Москва, Московская область. Даже сочинцы оказались неконкурентоспособны перед Москвой, Московской областью. Вот что нас ждет. Хорошо, я все-таки экономику, наверное, еще чуть позже мы проговорим вот об этой экономической составляющей, но тем не менее как бы понятно, что закон о апартаментах это вот некая альтернатива вот той идее о продаже, о снятии запрета продажи иностранцам жилья в Абхазии, да? Насколько, Адгур, по-твоему, это вот такое некое политическое решение, которое было принято там, в контексте того, что Москва уже там долгие годы как бы требует от Сухума, там, просит, требует там, и так далее. По-разному можно формулировать. По крайней мере, вот этот вопрос существует в повестке в том блоке вопросов, которые там называется гармонизация абхазского и российского законодательства. Насколько вот это созвучно вытекает из этой вечной проблемы, которая там последние лет 20 существует? Я абсолютно уверен, что это продолжение все той же истории. И когда они говорят об апартаментах, вот сейчас это новое модное слово стали использовать, это по сути то, что предлагается, по сути форма обхода запрета на продажу жилой недвижимости иностранцам. Просто апартаменты они называют нежилой недвижимостью. Это такая уловка. В западной юридической практике есть такое шуточное правило, его называют правилом утки. Если что-то похоже на утку, крякает как утка и плавает как утка, то это утка. То есть жилье, в котором ты живешь, ты его можешь как угодно называть, хоть апартаментами назови шалашом, это жилая недвижимость. Что касается апарт-отелей, апарт-отель это обычная гостиница, это не то же самое. Обычная гостиница, только в номерах, в которых есть кухни. То есть это не совсем то. И когда Александр Анклав говорит, что от чего страшного, если люди будут жить в арендованном жилье, это немного лукавство с его стороны. Это не совсем номер в гостинице, это твоя жилая собственность. Но по документам она идет как нежилая собственность. Это вот, еще раз скажу, такая попытка обхода запрета. Ты строишь обычный многоквартирный дом. И называешь его апартаменты и продаешь кому хочешь. Да. А это такой же, это обычный жилой дом. Да. Но вообще, я не знаю, наверное, все-таки вы больше общаетесь там с властью, так или иначе, какие-то вопросы возникают. Сколько, власть заявила о том, что вот такой перспективный проект. Естественно, мы спрашиваем,
а какая отдача будет, да, и отдача, наверное, там, ну, понятно, что если ты один апартамент построишь, ну, и отдачи ты этой вообще не почувствуешь, да, но насколько апартаментов рассчитывает власть, вот сколько построить этих домов многоквартирных запланировано? Ну, исходя из Есть ли того, какие-то что... вообще такие планы, или просто вот мы разрешаем и стройте сколько хотите? Исходя из того, что было заявлено вот на том же совещании в администрации президента, что будет привязка к строительству социального жилья, да, это очередь более 2500 человек. Там привязка такая. Да, то есть, если идти от обратки... За каждый квадратный метр будут по 1000 рублей в год платить, я так понял. В год платить в некий какой-то фонд, из которого потом уже будет строиться... Вот вы можете сами жилье посчитать, это сколько они получается. Ну, да, там... Я посчитал, если люди, которые только стоят в этой очереди, а в этой очереди, которая не двигается, да, там, потому что у нас нет этой практики строительства социального жилья, да, там эта очередь замерзла, 2500 стоят, да? То есть если ты объявляешь о том, что вот у нас появилась уже, да, возможность строить это социальное жилье или приобретать, то, естественно, эта очередь не 2500 будет, это как минимум 5 будет, да? И учитывая, что у нас по налоговым там всем этим, как его, данным, да, то есть люди, ну, наверное, 90% непонятно как живет, на какие средства, да, то есть фактически все эти малоимущие, да, то есть могут записаться вот в это, да, то есть это очень... Категорий там много. Ну, скажем, ладно, 5000. Это вот такое минимальное. Если 5000, то я подсчитал, и эти люди, естественно, не будут получать однокомнатную квартиру. Да? Там есть люди, там, которые там стоят, там, 2-3 детей имеют, это 2-3, иногда 4-комнатная им требуется. То выходит, что ну, на 3-3,5 миллиона, да, одна квартира, это по нынешним ценам. Что там через 10 лет будет, какая стоимость, мне неизвестно, но по нынешним ценам то выходит где-то порядка 18-20 тысяч квартир нужно построить для вот... Иностранцев. Это на 2500. На 5000 это 40 тысяч. Да, 40 тысяч квартир, потом умножаешь эту цифру на 3 человек, да, на каждую квартиру по 3 человека, это 120 тысяч. 120 тысяч. Это даже не история про Ингургес. Да, да. Если Адгур молодой, ну, я думаю, ты помнишь, сколько людей под строительство Ингургеса было переселено в Абхазию, и была комиссия, почти 40-42 тысячи. Это значит, у нас даже мы эту стройку тоже обойдем, получается. Это фактически демографическая экспансия. Даже у нас сейчас существует запрет на продажу жилой недвижимости, апартаменты. Вопрос пока только обсуждается. Я в последнее время погружен вообще и в рынок недвижимости, уже что-то начал разбираться. За последние 2 года, вот начиная с разговоров, да, таких активных со стороны власти о том, что они будут открывать рынок недвижимости, в среднем цена на квартиры, я по Сухуму говорю, за остальные города у меня информации такой нету, на 30-40% выросла цена квартир, уже она выросла. Это при существующем запрете. То есть наш рынок вот так отреагировал даже на какие-то озвученные планы власти. Что будет после открытия? Я считаю, это будет социальная катастрофа. Сегодня в Сухуме купить квартиру, даже однокомнатная квартира, это, если говорить центр города, турбаза, Синоп, это минимум 2-2,5 миллиона. Это однокомнатная квартира. А если дальше пойти, уже на новом районе, если раньше считалось такой район с адекватными ценами, уже и на новом районе очень высокие цены. Как только откроется рынок, мы вообще забудем, если сейчас там с трудом, да, можно хоть что-то там как-то придумать, после открытия это будет самая настоящая социальная катастрофа. Квартиры в Абхазии будут покупать только иностранцы,
и абхазские чиновники. Больше никто не будет покупать. И какая-то прослойка, даже не все бизнесмены в Абхазии могут себе позволить жилье, у нас такие цены. Сколько абхазских чиновников нет, сколько вот мы в принципе даем такой масштаб, по большому счету. Я опять же сказал, там 40 тысяч, да, квартиры, условно говоря. 40 тысяч квартир это практически 1000 домов. 1000 квартир. Но я тебе еще одну цифру скажу. Это на самом деле это ответ на твой вопрос, выгодно ли это и кому это выгодно. Я не буду говорить, я не буду называть дом. Большая новая многоэтажка, которая практически уже полностью проданная. Как-то интересно стало узнать вообще, сколько они заплатили налогов. Огромная, я думаю, там продано квартир миллионов на 300, на 400. Заплачено в прошлом году 500 тысяч рублей налогов. Я в этом плане не сомневался, что... Так что выгодно строительство апартаментам тому, кто строит апартаменты. Есть такое понятие, как имидж. Знаете, это, может, это политики касается. Как бы я как понял, меня пригласили как по экономике, да, комментарий. Но дело в том, что от имиджа тоже, здесь, что я имею в виду, власть 3 года, вот со всех каналов она говорит о том, что надо предоставлять еще больше льгот иностранным инвесторам. И когда люди это слышат, что льготы обещаются, вот в декабре была попытка в парламенте, я опять же слышал, вот на совещании у президента, министр экономики говорил, вот необходимо там... Еще льготы, да. И получается, что даешь предложение такое, давайте дадим заработать иностранцам, давайте мы им дадим льготы еще. И, естественно, простые люди задаются вопросом, а с каких тогда денег будут, значит, какие-то блага доступны местным гражданам? Ну, ни с каких. Плюс тема апартамента, мы это уже проходили. Знаете, нам говорили, мы будем счастливы от нефти, потом нам еще от чего-то мы будем счастливы. Сейчас у нас вот это обещают нам огромные какие-то блага от апартаментов. Да. Жителям Васюков рассказывал, Как они станут мировым центром, вот так мы с апартаментами станем. Но особо, вот, допустим, строительство апартаментов, вот, я не знаю, закон посмотрел, вроде бы там не очень сильно привязано, там, допустим, к коммунальным вопросам, да, то есть к инфраструктурным. Этот вопрос поднимал, кстати, и правильно поднял Резо Платонович Зантария. Он был на этом совещании, и он сказал прямо и об отсутствии градостроительного кодекса. Это имеется в виду, и у нас генпланы городов давно закончились. Например, генплан Сухума при коммунистах принятый, закончился в 2010 году. Это большая почва для коррупции, для точечной застройки. И так у нас, вы знаете, проблемы. Есть общественные пространства, есть общественные территории. Кто их будет защищать? Или вот это обещание строить социальное жилье. Я уверен, оно озвучено без всякого плана. Что такое план? Это ты уже должен иметь план, где будет это социальное жилье строиться. Раз ты это озвучиваешь, и ты это обещаешь, а сегодня Адгур правильно заметил, я думаю, что цены не только на квартиры выросли, у меня такое впечатление, что уже началась охота за участками. Ну да. Ну реально, я вот уже чувствую, что интересуются. Земельного кадастра, да. При той степени коррумпированности нашей абхазской системы, я боюсь, что у нас вот как бы подступы к морю, наверное, тропинки, может, оставят, да, Да. И туда в этой связи актуализируется. У нас и не осталось. Да, смотреть да. через камеры системы. Я сам Ургагуля. Знаете, там он в законе вычитал. Это же тоже показательно, что будут строить на своих участках. То есть все это, ну, иди делай, что хочешь, называется. И он задавал, а что это значит вообще? У нас что, земля продается? У нас как бы есть понимание, да, что есть дедовские, прадедовские дома в деревнях, но в городе-то этого нет до сих пор. У нас еще Такая серьезная проблема.
Если они открывают этот рынок апартаментов для иностранных граждан, это значит нашему местному застройщику экономически невыгодно строить жилые дома. Получается, что даже новые дома для жителей Абхазии они строиться не будут. А в этих, понятно, в этих апартаментах мы не сможем покупать, потому что там цены будут, так скажем, московские, сочинские, так скажем, более-менее доступное для нас, для граждан жилье просто не будет строиться. Оно уже сейчас никакого экономического недоступно. Но второй момент, это очень важный, просто, чтобы я не забыл. Инал, ты озвучил, что как бы ты не знаешь, что будет там с ценами там, через 5 или 10 лет. Но вот сейчас у нас нет кадастра. Но мы когда-то жили, был кадастр земельный СССР. Нам читали, был курс лекций по земельному кадастру. И он, СССР, кадастр, стоимость земли, даже если земля не продается, она имеет стоимость. У нас стоило дороже, чем на территориях, где нефтедобыча. У нас стоило все дороже, был такой момент, чем в Москве. То есть квартира в Сухуми была там, Ну, то есть в любом случае, если земля даже не продается, она должна иметь цену. Да, и теперь мы вот в Сочи, это яркий пример того, что это будет, потому что так было уже. Если в советское время трехкомнатная квартира в Сухуми стоила в центре города, например, в чешский проект на проспекте Мира 9 тысяч рублей, а в Москве можно было за 7 купить, за кольцом, правда. Я помню, были доска объявлений, в советское время отменяя Москву на Сухуми с доплатой. С доплатой, да. Это уже, мы обязательно к этому. Зачем? И каким образом, будет решаться демографический вопрос Абхазии, а это вопрос безопасности. Как наш народ будет себя чувствовать? Это ущемление людей. Знаете, я не понимаю, зачем куда-то спешить. Есть договор 2014 года. Когда этот договор формировался по экономической части, я работал заместителем министра экономики и немного имею к этой части отношения. Речь шла о том, что это несправедливо, да? Когда неравные условия, мы были в блокаде, и что невозможно, да, на тот момент, ладно, сейчас 15 тысяч средняя зарплата, по официальной статистике, по Абхазии 45, уже, я думаю, и под 50, Краснодарский край, там, про Москву я молчу вообще, и как у них ипотека, у них доступ к кредитам по телефону, можно брать кредиты, на 10, на 15, на 20 лет. У нас всего этого нет. И ты берешь своего гражданина, хочешь кинуть. Куда ты его кидаешь? В пасть акуле или куда? Что это значит? Ты заранее знаешь, что твой гражданин в проигрыше. Когда заканчиваются аргументы, вытаскивают этот плакат антироссийские настроения. Хорошо, давайте тогда... Вот русский в Сухуми и русский в Сочи. Даже русский в Сочи имеет доступ ко всему, ко всем банковским инструментам, ипотечным инструментам. И русский в Сухуми, который ни к каким инструментам отношения не имеет. Понятно, что гражданин Абхазии русский в полном проигрыше перед гражданином таким же русским в Российской Федерации. Поэтому в договор внесли пункт о выравнивании. И не только доходов, а всего. И когда мы будем равными, это называется добросовестная конкуренция. И зачем? Единственное, мы тогда предупреждали российских коллег, они 3 года, мы не можем пройти 3 года, если мы почти 15 лет в блокаде были.
контексте ты сейчас говорил о налоговых льготах. Я помню, еще там при Владиславе Арзенбе инвесторам предлагались там различного рода льготы. Но это были 90-е годы, понятно, блокадная Абхазия, кто вкладывался в эту республику, да, с непонятными перспективами. И единицы тогда, вот, вплоть до признания, там единицы там вкладывались в Абхазию по-крупному более-менее. Единственное, вот сейчас кто на ум приходит, это Игорь Баров, который там отстроил там континент там, в начале 2000-х. Ну, и Аквафон, Мобайл. Да, но это уже потом, да, вот это вот 2005-2006. Таких крупных каких-то таких проектов не было, но сейчас, в общем-то, мне кажется, наверное, вот с льготами это уже, наверное, вот эта у нас абхазский бизнес как-то тихо-тихо стал складываться, да, то есть и мы вот сейчас, наверное, с этими налоговыми льготами для иностранных инвесторов мы можем как бы подорвать вот их перспективы с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, какое-то размежевание, наверное, тоже необходимо, да, но одно дело ты когда там в туризм вкладываешь, да, у нас и так куча всяких гостиниц. И туризм сам по себе, по большому счету, как бы сейчас себя реинвестирует, там люди строят одну гостиницу, потом вторую там мини-гостиницу строят, да. Но и с другой стороны там производство, да. То есть мне кажется, мы должны, наверное, как-то определить приоритеты, да, сказать, вот производство, пожалуйста, льготное, да, вот это всякое, туризм, там еще какая-то другая там сфера, да, которая не, в общем-то, особо и не нуждается в таком льготном режиме, наверное. Мне кажется, вот этого нам не хватает. Почему тогда у нас так происходит, что вот такой градации, в общем-то, нет? Вот ты работал в Министерстве экономики, почему нет градации? Да? Она сама по себе там важна не только градация. Дело в том, что 90-е годы вспомнили, я скажу, тогда это было модно было, реально. Даже в университете, еще уже при Советском Союзе, это при Горбачеве началось, вот это льготы, вот эту шведскую модель, нам лекции читали, что надо дать льготы. Но тот, кто следит внимательно за политикой, он прекрасно должен помнить, что тема, значит, борьбы с льготами началась, когда был Билл Клинтон президентом. Это уже мировой тренд. Весь мир борется с льготами, так как именно богатые люди обязаны просто платить налоги. И в это время, когда весь мир борется с льготами, у нас льготомания. Я не могу это вот. И реально льготомания. У нас и так есть, я считаю, ущербный закон об инвестиционной деятельности. Там прописана масса льгот, налог на прибыль 0, там чуть ли на 8 лет. В декабре была попытка в парламенте на 25 лет дать льготы. Что такое льгота? Это твой народ будет голодать. Вот прямо говорю. И в мире это не принято. Льготы в мире оставили начинающему бизнесмену. Все, вот он начинает, значит, выходит на какой-то уровень, где-то это, в Европе там поменьше, там, например, 50 тысяч евро. Если в месяц он уже крутит, Направление развивают. Там зеленая энергетика, к примеру. в Соединенных Штатах там это было раньше 75-100 тысяч долларов в месяц его оборот, он достиг этого оборота, выпускает продукцию или услуги оказывает. Все, как только он этот порог прошел, он переходит на общий режим и платит все налоги. То есть это социальное обязательство. И они в Конституцию внесли поправкой в Соединенных Штатах, я не юрист, но я читал, неуплата налогов рассматривается как нанесение ущерба безопасности страны и однозначно трактуется, что гражданин, не платящий налоги, он идет против всего народа. То есть враг государства. И, да, мы, значит, как будто маленькие дети, мы должны переболеть этим. Потом есть практика латиноамериканских стран.
она категорически отрицательная. То есть зачем? То же самое льготы, привезли инвесторов, инвесторы все захватывали, народ потом выходил на улицы, революция, кровопролитие. Ну зачем? Венесуэла, Куба, Никарагуа, Гондурас, Чили, ну это перечислять можно бесконечно. Зачем это делать? Зачем давать инвестору, тем более иностранному, фактически грабить твою страну и твой народ? Вот что это значит. Это однозначно в мировом научном сообществе уже трактуется так. Вот эта мода на льготы, она давно в 90-х закончилась. И то есть нас что, туда хотят вернуть? Назад? В 90-е или там в 60-е, в 70-е годы? Я понять не могу. На льготу может претендовать значит, начинающий предприниматель. Мы имели в распоряжении разные законопроекты разных стран. Вот по поводу был вопрос, что я работал в Министерстве экономики. Я хочу сказать, что колоссальное сопротивление, когда речь идет об уплате налогов. Просто колоссальное. Идет прямой лоббизм. Если вы помните, Натали Смыр, я сейчас вспомнил, который говорит, письма счастья, знаете, начинают туда писать, дай льготу на то, дай льготу на это. И у нас такое впечатление, что это наше государство и функции, задачи государства не все те пишущие такие письма предприниматели правильно понимают. В государство создали граждане. Республику Абхазия, понеся колоссальные жертвы. Значит, и не только во время войны, и до войны, и после войны. И это государство создавалось для того, чтобы наши люди, наш народ был счастлив. Он жил в уютной стране, в теплой стране, где у людей хорошее настроение. И каждый гражданин имеет и знает, какую пользу принести в общее дело. Учитель учит детей хорошо, милиционер обеспечивает безопасность, законность с прокурором, защитник Родины защищает, бизнесмен создает добавочную стоимость, платит налог, и блага распределяются на всех. Потому что бизнесмену тоже и защита надо, и хороший работник нужен, образованный. И вот это то, что это государство общее, все друг друга должны слышать и видеть, и находить компромисс. По-моему, это не все понимают. Я все-таки сейчас от экономики перейду к таким, все-таки есть абхазская фобия, да. Президент это очень подчеркивал о том, что и в законе, это на законопроекте подчеркнуто, что эти люди, которые там, владельцы, которые будут покупать эти апартаменты, они ни при каких условиях не станут гражданами, да, то есть не получат там, в перспективе это гражданство. Насколько, по-твоему, вот такой возможности эти люди лишены? Вот есть ли законодательство? Вот я приехал, я не знаю, там, с Уренгоя, да, там, с Норильска, приехал в Абхазию, да, решил все-таки купить апартаменты, надоело, я проработал лет 20 там, да, там где-нибудь там, нефть, газ подобывал, хочу тепла и денег подзаработал, приехал в Абхазию, да? Или от мобилизации уехал. Нет, да. Я долго собираюсь остаток жизни здесь прожить, да, условно говоря. Вот я купил апартаменты. Да, по закону там нам объясняют, что там не больше 180 суток там, в году. Но понятно, что когда у меня при въезде в Абхазию там даже фамилию толком не читают, да, в документе, да, никто не контролирует, когда я въехал и когда я выехал. То есть у нас вот этого инструментария, контроля абсолютно нет, он отсутствует. Другое дело, когда ты там работаешь, я гастарбайтер приехал из Средней Азии, там приехал ты на стройку, там увидел, показал, а ну-ка покажи там свою там регистрацию и так далее. Но если я приехал отдыхать, кто меня спросит, где твоя там регистрация, да, там, когда ты приехал, когда ты уехал, да, там, никто меня не спросит. То есть вот лазейки есть здесь, вот в этом законодательстве, чтобы впоследствии он получил. В таком вопросе даже Лазейка не нужна. Я объясню почему. Когда критическая масса этих людей здесь будет
5 тысяч человек, скажем, 10 тысяч человек, вопрос перед нами поставят. Это неизбежно, это вопрос политический. Я думаю, любое государство этот вопрос поставило бы. Давайте вспомним ситуацию, которая была в Латвии, тоже в Латвии. Там большое русскоязычное население, многочисленное проживает. Да, им там предоставили статус неграждан. И долгие годы Россия там, дипломатическими методами воюет, так скажем, с Латвией, чтобы эти люди получили гражданство. У Латвии очень много друзей. Латвия маленькая страна, да, но у нее влиятельные друзья. И на Латвию так давить совсем не получится. А на Абхазию давить получится очень, очень легко. И тем более при нашем сегодняшнем уровне, так скажем, развития и патриотизма нашей правящей элиты, я думаю, даже это кто-то из наших озвучит, скажет, посмотрите, как мы так можем держать. Поэтому закон у нас могут просто так же легко поменять. И даже сейчас не нужны лазейки сейчас, да, чтобы как-то их обходить, хотя и они есть. У нас есть ценз определенный, человек в Абхазии там приедет, купит квартиру, пойдет, зарегистрируется, например, будет здесь находиться. Через 10 лет получит гражданство. Есть и такой способ. Но что касается именно, как это будет происходить, перед нами поставят вопрос. И ни Аслан Бжаня, ни кто-либо другой не скажет, что мы этим людям никогда не дадим гражданство. Они это не смогут гарантировать, это невозможно. Российская сторона будет обращаться к нашим властям, которые очень сильно зависят от России и лично зависят от России. Их экономическое благополучие наших чиновников зависит от России. Так как наши правители, чиновники в особой любви к родине не были замечены за очень долгие годы, вряд ли это станет серьезной проблемой, и кто-то там будет из них, кто это все лоббирует, активно защищать интересы Абхазии. В этом большие сомнения. Если люди это никогда раньше не делали, вряд ли они начнут. Я так на это смотрю. Поэтому риски колоссальные. И все-таки вопрос апартаментов надо по продаже, давайте вещи называть своими именами, это тот же вопрос продажи жилой недвижимости. И я бы даже экономические здесь какие-то факторы не обсуждал, потому что риски демографические настолько серьезные, что экономика здесь там, на второй, на третий, на 10-й план уходит. Мы должны говорить именно об национальных интересах, о вопросах безопасности. Сегодня в мире главный тренд сейчас в мире – это безопасность, да, не какие-то экономические моменты. А вот что касается льгот, что обсуждали, такой маленький пример хочу привести из истории Японии. Это уже на закате эпохи Эдо, Токугава. Западные страны вынудили, западные страны опережали Японию в военном смысле и под угрозой войны заставили принять льготы их бизнесу в Японии, и это привело к кровавой революции. Само население, японцы восстали, свергли своего сёгуна Токугава, который там правили 500 лет, и восстановили власть императора. И все это на фоне внешней экономической экспансии. А у нас наши чиновники, даже их никто не пугает, да, условно скажем, да, никто их не заставляет, они сами делают то, что раньше делалось под пушками. Тоже немного странно это все. Вопрос того, в чьих интересах действует власть. В интересах иностранного бизнеса или в интересах своего собственного народа. Я думаю, ответ здесь очевиден. В любом случае, мне кажется, очень важно даже не тот же экономический вопрос. Для нас всегда наша малочисленность она была большой проблемой, да, и там, когда в 1877 году там Якоб Гогибашвили, да, грузинский просветитель, после там, очередной волны махаджирства, да, когда Абхазия уже почти полностью опустела, написал программную статью «Кем заселить Абхазию». Да. Кем заселить Абхазию, да, и он пришел к выводу, что сюда не нужно там
привозить там русских, армян, греков и так далее. Вот самый подходящий по климату, в общем-то, народ, это вот мигрельцы там или люди, грузины Западной Грузии, да, которые подходят. И, в общем-то, эта программная речь, она с воодушевлением была воспринята, и в реальности она реализовывалась. И реализовывалась не только при царском правительстве, но и в советское время, там, и все эти Абхаз-Переселенстрой и так далее. И потом уже, в общем-то, возникали вот эти сгустки, да, то есть их же заселяли, в общем-то, целыми селениями, да, то есть люди, которые пришли, в общем-то, со своим уставом фактически в чистое поле, да, и потом уже возникали проблемы. Сейчас тоже, когда говорят о строительстве апартаментов, ну, представьте себе дом построили, да, там, сколько квартир, скажем, 40 квартир. И среди этих 40 квартир все 40 приезжие, да, купили и живут. То есть рядом такой же дом, третий. И наверняка, если бы я купил бы там где-то куда-то приехал бы, да, в какую-то страну, да, вот такие люди, как я, собрались, которым сказали: ты купил, братец, но гражданство мы тебе не дадим. Мы, естественно, пожили сперва, да, год-два, но я уже тихо, как бы, стал приходить в себя, и люди, которые здесь со мной живут, тоже стали приходить. И мы, естественно, будем свой условный профсоюз создавать, там, требовать, создавать как организации. Там. В конце концов, мы люди не бедные, да, люди, которые приехали, имеют апартаменты, они могут, извини меня, и замаслить как бы, вот эту абхазскую политическую систему, тем более она с удовольствием замасливается, и это видно там, по всяким президентским, парламентским выборам. И ты понимаешь, откуда эти деньги, откуда природа возникновения этих денег, на которых проходит вот эта выборная кампания у отдельных кандидатов. Так что в этом плане, конечно же, риска очень много, да, и я не хотел бы видеть, что там, допустим, когда мы усиленно рапортуем, условно говоря, вот этот проект удался, апартаменты там за 10 лет построено 1000 домов, да, 1000 домов, эти 1000 это людей, которые там приехали, которые здесь корни пустили, которые потом будут, в общем-то, как бы требовать свои права. То есть мы опять же создаем достаточно взрывоопасную ситуацию для нашего будущего. Я не знаю, почему вот мы об этом вот как-то не задумываемся. И почему нас все время тянет на экономику. Я сегодня читал в социальных сетях, там одна женщина, которая там, как бы, условно такой тролль от власти, да, и она пишет, государство это бизнес, государство, оно должно работать как по бизнес-модели. Слушайте, по бизнес-модели государство никак не может работать, потому что бизнес в реальности, если есть выгодное предложение, его можно продать. Государство ты не продашь. Государство и бизнес принципиально разные цели. Принципиально разные цели. Но я говорю, хотя бы из этого положения государство ты не продашь, в общем-то. Так что это совершенно разные, да, экономика не должна идти во вред вот самой сути этого государства. Другого государства абхазского у нас нет. Мне кажется, вот здесь. Я же говорю. Мне кажется, есть огромная куча других проблем. Мы не говорим о энергетике, мы не говорим, опять же, Почему энергетику тоже предлагают инвесторам продать? Я имею в виду, вот как бы при том дефиците, который есть, да, там, то есть огромное количество проблем, которые возникают, мы это не обсуждаем, да, то есть мы не говорим об инфраструктуре, в конце концов. У нас и так дороги, да, несчастные, тут еще приедут, да, люди жить будут, то есть вот такого видения мне бы хотелось, наверное, от власти увидеть более широкое видение, если они предлагают вот такой проект. Я скажу, что власть, к сожалению, она уже имеет, да, какой-то имидж, потому что 3 года это срок не маленький. Второй момент, я хотел бы Адгура дополнить, потому что Адгур разложил правильно, что если будет огромное, да, количество граждан,
они будут претендовать на гражданство, и никто им отказать не сможет. Но у нас же это уже было. Давайте вспомним, если у нас были те, которые говорили гражданам Грузии, можно дать абхазское гражданство. Это враждебное государство. И Адгур прав. А тут дружественное государство, естественно. То есть твой сценарий, он абсолютно реальный. То есть если были те, которые говорили и враждебному, да, но это же совершенно не так. И к чему это привело? К тяжелейшему политическому кризису. Касаемо планирования, я что вижу? Не задействован потенциал весь, ни научный, ни практически, да, у нас много опытных людей. Идет вот продвижение вот этой российско-абхазской повестки. И вот как будто мы такие беспечные, как будто мы не можем сесть, все же можно. Вот сейчас мы пару цифр, тут Инал, ты же не экономист по образованию. Я историк. Историк. Вот ты историк уже раз и посчитал. У нас что тут считать? Мы же не экономику Китая нам надо считать, там маленькая страна. И мне, конечно, непонятно вот это, почему вот такое продавливание, да, вот это насильно, вот, знаете как, я вспоминаю, вот тоже попало это в статью, выступление предпринимателя Шакая, вот на том же совещании. Он же озвучил, что нет доверия к политикам. И особенно у наших крестьян. Он привел пример. Конечно, не будет доверия. Я могу понять так. Если ты 3 года, да, там бюджет перевыполняется, ты там 3 года строишь социальное жилье, провел тендеры обещанные, да, там кто-то выиграл тендер, строить там многодетным мамам жилье, и ты сейчас через 3 года, строя жилье, говоришь, а вот если мы еще и вот это сделаем, еще больше будем строить жилья, это хоть, как-то выглядело бы правдоподобно, но ты это не делаешь. Ты 3 года не строил социальное жилье. Ты, получается, не занимался социальными вопросами. Значит, а сейчас вдруг через 3 года, естественно, вот это, и оттуда и недоверие ко всему. И, к сожалению, такое впечатление, что... Уточню, недоверие ко всему политическому процессу. Власть, оппозиция. Это вот так, да, совместными усилиями. И получается, что есть повод, причина. Если бы не было бы там худо-бедно, плюс миллиард, да, говорят, за 3 года республиканский бюджет. Значит, у тебя были деньги. Хорошо, там коронавирус 1 год, ладно. Но ты же, значит, имел возможность хотя бы дать там, 100 миллионов строителей. Вы представьте, какое счастье было бы, кто-то выиграл бы тендер, строительная компания начала бы строить дом. Там не надо сразу 200, там дом у нас редко кто за 1 год строит, там многоквартирный. По практике я вижу 2 года где-то. Я считаю, никакого смысла не имею сейчас. Да, и поэтому... Потому что немного вектор власти направлен на другие вещи. И люди это поняли. И не надо злиться, не надо обижаться. К сожалению, это так. Если это было бы по-другому, я думаю, я бы точно больше всех радовался бы, если бы построилось бы социальное жилье, я, может, тоже там претендовал бы, да, на что-то. Но сегодня мы, граждане Абхазии, мы сироты, о нас никто не заботится, заботятся об иностранном инвесторе. И это, кстати, очень легко объяснить, почему не занимаются льготами для внутреннего нашего бизнеса абхазского, а занимаются для иностранного бизнеса. Если сегодня какой-то абхазский бизнесмен начнет создавать какое-то крупное предприятие, да, которое будет приносить хорошие деньги, он долю от своего бизнеса абхазскому чиновнику не даст.
Намного проще в этом вопросе говорить с иностранным инвестором, которому ты найдешь эту землю, выделишь, ему подготовишь все документы. Если надо, ты ему и закон примешь, который надо, и он тебе там даст, там, твоему племяннику, не знаю, сыну 10-15%. Это выгодно. Поэтому местные бизнесмены без государства сегодня, и обычные люди, и крестьяне, то есть это такой вот вектор власти, направленный на свое личное обогащение. То есть льготы они дают не только иностранному, они сами себе дают льготы. Да, я можно в защиту. Я работал во власти, я абсолютно не считаю, что вот мы работали одинаково, как сейчас. Да, я понимаю, что люди нам не доверяют, по крайней мере, я хотя бы за свой год вектор работы в правительстве был направлен именно на наших граждан. И кредиты выдавались льготные и на 5 лет, и на 10. Да, мало, да, мы тогда только начали. Это за год все наладить невозможно. И я помню, мы тендеры, не был допуск к иностранным компаниям. И мне лично звонили наши российские коллеги и задавали вопрос, а почему вот местные предприниматели имеют доступ, а почему вы не пускаете? И мне приходилось им объяснять, что если пустить российских предпринимателей к тендеру, они просто все тендеры выиграют. Там есть один пункт, опыт, за который дается огромный балл. То есть у него опыт там будет 20-25 лет. И наш предприниматель, который вчера фирму открыл, бедный, кое-как, мы пытаемся, тогда пытались, чтобы он денег получил, это же как оборотный капитал, доступ к государственным деньгам, на ноги встал и пусти сейчас. И, кстати, российские коллеги абсолютно с пониманием к этому отнеслись. Я говорю, вы же нам помочь хотите. Вы же хотите, чтобы мы на ноги встали. Помните, у них тогда лозунг был, надо абхазам дать не рыбу, а удочку. Я говорю, дайте мы на ноги, наши люди встанут. И мы это делали. Я абсолютно не считаю, что... там пару лет, потом реформы остановились, все понятно, да. Объективные, кстати. Причины, объективные причины у такого сейчас появления интереса в Абхазии в связи с тем, что в России сейчас огромные суммы денег скопились именно в рублях, с которыми что-то надо делать. Бизнес ищет какие-то пути, куда их можно вкладывать. Я думаю, что апартаменты – это такой самый такой простой, да, и, можно сказать, самый безопасный способ вложения денег. Но он за собой повлечет и другие вложения. И в какой ситуации окажутся абхазские бизнесмены, которые не имеют доступ к длинным дешевым деньгам? Понятно, то есть иностранными бизнес-корпорациями, разными бизнесменами будет и наш бизнес замещаться. Это неизбежно. Все самые, так скажем, прибыльные, интересные с точки зрения бизнеса будут замещаться на иностранные структуры. Это если мы этот процесс сейчас не остановим. К сожалению, наше время не бесконечно. Буквально 2 минуты, чтобы не выглядело, что мы здесь сидим и брюзжим, и ни о каком позитиве не говорим. Я не против инвестиций иностранных. Но мы должны определиться с направлением. Я вижу иностранные инвестиции, к примеру, в развитии зеленой энергетики. Если мы будем привлекать иностранных специалистов, иностранных бизнесменов. Скажем так, в образовательные разные моменты. Могут у нас кто-то, не знаю, университеты у нас построят. Или, к примеру, медицинские центры, которые, чтобы мы тоже, местные жители, перерабатывающие. То есть то, что принесет пользу не только в экономическом смысле, а и даст пользу, абхазскому народу. Где-то мы там доступ к какому-то образованию получим хорошему медицинскому обслуживанию. То есть какие-то такие сферы, которые на будущее, на перспективу, конечно, мы должны привлекать инвестиции, а просто строить бетонные коробки, на которых там 1-2 человека заработают, мы же в 21 веке живем все-таки. Тем не менее, я, наверное, все-таки некое резюме подвел бы, и здесь даже дело не в апартаментах. Об этом мы могли бы говорить, допустим, о продаже нефти, и еще что-нибудь, я не знаю, добыче алмазов. В общем-то, любой экономический проект, который может быть той или иной властью презентоваться как некая панацея от нашей бедности, как некая вещь, которая может стимулировать такой большой толчок в нашем развитии, фактически, наверное,
не иметь никакой перспективы, по крайней мере, в глазах обычных людей. Я исхожу из того, что как бы слишком у нас коррумпированная система. Да? Первое, что мне, допустим, люди говорили, когда смотрели это совещание, да, а кто же выгодополучатель? Да? И я понимаю, даже не те бизнесмены, которые там сидели, да, потому что они в реальности потенциальные. То есть одни из многих, которые могут там получить там заказ, я не знаю, там тендер выиграть там какой-то или там что-то. А в реальности реальными выгодополучателями являются люди, вот, которые сидели, вот эти чиновники, наверняка, которые обогатятся от этого, да, то есть до тех пор, пока вот эта система вот экономики, абхазской экономики модель будет выстроена именно вот таким образом, у нас любой проект будет, наверное, достаточно восприниматься в штыки, да, то есть мы будем все время, наверное, обществом, которое будет бояться чего-то, да. Мы, наверное, в этом деле, наверное, нам нужно, наверное, развивать свои демократические институты государства, делать реальным контроль, общественный контроль над своим бюрократическим аппаратом, над людьми, которых мы выбрали, да, над вот этим чиновничьим аппаратом. Чем больше прозрачнее будет работать, тем меньше, наверное, у меня будет возникать вопросов всяких, да, получит он гражданство или нет, да, он там не построит, он в природоохранной зоне, да, вот этот свой апартамент, да, и не перекроет мне выход к морю, да, то есть у меня каких-то вот таких дурацких вопросов, которые там в нормальном стране не может возникнуть в силу того, что там уже все как бы утрамбовано, да, все расписано, да, шаг влево, шаг вправо, вот практически невозможен, да, вот до этих пор, пока вот этого не будет, пока у нас не будет, наверное, реальной борьбы с коррупцией, пока этот чиновник, который там зарабатывает 10-15 тысяч рублей, сидеть в костюме там от Луи Виттона там, или какой-то другой брендовой одежды, да, которая там больше несколько раз превышает его годовой доход официально, да, до тех пор у нас ни один вот такой проект не будет иметь реальной перспективы. Я думаю, наверное, общество и давно, наверное, уже пришло к этому. Я думаю, и власть должна, наверное, как-то вот с этим смириться, да, то есть, что нужно жить, в общем-то, по законам. Я прощаюсь с вами, извините за столь длинное прощание. У нас в гостях были Ахра Арестава и Адгур Лагвилава. До скорых встреч. До свидания. До свидания.